Зимовка для мелкорогатого скота в Ингушетии прошла успешно. Сейчас овцы на пастбище. Всего на зимовку в Кашарах поместили 1200 овец. За это время на свет появилось еще 300 ягнят. Весенний приплод увеличил поголовье на 20%. Но на этом не все. Фермеры ожидают еще одно потомство, только уже летом. Где-то май, июнь-июль, что тя култка. Но это мало, но шучало достаточно. Со 100 ягнят гецкинчало. Созданные условия для содержания овец оправдали свои ожидания. Кошары были теплыми и вместительными, а рацион питания включал все необходимые ингредиенты для здорового роста МРС. Обширные поля ГУПа в 1200 гектаров позволили фермерам использовать собственные добавки для комбинированного корма с различными полезными витаминами. Зимой у нас мы достаточное количество подготовили, были у нас корма, сейчас есть корма, концентрированные корма были завезены здесь, условия были. И я думаю, сейчас перезимовка у нас нормально прошла, сейчас они выгоняют на пастбище. Уже трава растет, и поэтому на пастбище пасутся. ГУП «Дружба» начал развивать животноводство в 2021 году по поручению главы региона. Тогда закупка овец происходила поэтапно, по 200-300 голов за каждый сезон. Породу для разведения выбирали чабан, брали только молодняк, чтобы те легче адаптировались к местному климату. Адаптация прошла успешно, а сегодня здесь мы можем встретить уже новые породы, которые также подходят к нашим климатическим условиям и дают больше мяса. Гисарские породы, гисарский, чтобы смешивать с нашими, чтобы порода улучшалась. Гисарский диколоржи – это мясная порода и дорогой дешёв. И в этих уже адаптируется уже. На сегодняшний день предприятие «Дружба» насчитывает 1500 голов МРС, а всего в республике их более 340 тысяч. Благодаря развитию животноводства в Ингушетии стало возможно проводить такие благотворительные акции, как Мехксах, празднование праздников Идаль-аль-Фитр и Идаль-аль-Адха. У нас в республике каждый год проводится очень большое ярмарок. На каждую ярмарку они привозят по 10-20 голов, забивают и привозят на ярмарку. И продают ниже рыночно, на 15-20%. И также вот у нас наши праздники Курбан-Байрам, там тоже 100-150 голов представляет туда. Все наши мероприятия, что мы проводим за счет этих хозяйств. Развитие животноводства, реанимированное Махмуд Али Калиматовым, позволило предприятиям начать реализовывать баранину, увеличить выручку и обеспечить жителям мясом по доступным ценам. Политика главы региона в 2022 году помогла решить проблему продовольственной безопасности в противовес зарубежным санкциям против России. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.